Здравствуйте, меня зовут Парфенова Татьяна, я ученица 8 А класса гимназии город Алдан. Моя исследовательская работа называется «Торжество гармонии между человеком и миром» на примере эпоса русского и якутского народа, а также творческих работ учащихся. Актуальность. Живя на земле Аланхо, мы должны знать произведения якутских писателей, проявлять интерес к великому наследию Аланхо и уметь сравнивать с русским эпосом. Гипотеза. Если будем изучать героический эпос Аланхо, это даст нам возможность познать и понять культуру народов Саха, насладиться поэтикой якутского и русского эпоса. Цель – познакомиться с якутским и русским эпосом и через поэтическое слово, поэм Аланхо и былин Древней Руси показать любовь и уважение к героям-богатырям-защитникам Отечества. Задача исследования на экране. Объект исследования – якутский и русский фольклор. Предмет исследования – героическая поэма «Нюргун Батур Стремительный», былины Киевской Руси о могучем богатыре Илье Муромце. Данная работа состоит из двух частей – теоретической и экспериментальной. В теоретической части рассмотрены сюжетные мотивы и якутского эпоса в сказаниях Аланхо и русского эпоса в былинах. В экспериментальной части предусмотрено знакомство с сюжетами героического эпоса с поэмой «Нюргун Батур Стремительный», активное участие школьников и учителей в республиканском празднике Сах Аланхо 2018 позволило почувствовать торжество гармонии между человеком и миром. Наиболее приемлемой является работа с текстом, прием сравнения. Задача – научиться умению вычленять главное в произведении при помощи сравнения. Сравниваем былину и поэму. Сравниваем по жанру, по исполнителю, по идее, по сюжету, по главным героям и автору. Вывод. Метод сравнения учит анализировать, сопоставлять внимательно стандартные решения. Сравниваем Нюргун Батур Стремительный и Илья Муромцев. Сравниваем их по внешности, черты характера и поступки. Вывод. Богатыри одинаково сильны и мощны. И у них есть честь и долг на первом месте. Прием сравнения ориентирует на осмысление информации, на выполнение различных заданий, обращение напевов, написание легенд, сказок, сказаний о богатырях. В работе используем прием кластера. Кластер – это графическая форма подачи информации, предусматривает творческую переработку материала, выработку умения давать оценку суждениям, составление схем и установление связей. Метод кластера дает возможность проявить себя, свободу творческой деятельности, повышение мотивации, опыт сотрудничества, чувство удовлетворения и повышение оценки. Такая творческая работа формирует умение представлять свою работу, умение оценивать и защищать в сотрудничестве учителей и учеников, разработаны задания сочинить песню, обращение к народам в стиле Аланхо. По аналогу отрывка из поэмы «Нюргун Батур Стремительный» творческая группа учащихся создала обращение напев на экологическую тематику «Нюргун Батур Стремительный». Слушайте, народы, больно травам, тошно рыбам, нестерпимо птицам, ох, постыдно людям. Творческая группа учащихся. Опомнитесь, народы, не то исчезнут звери и травы, и стерты будут с лица земли народы, благородные мужья. Следующей творческой работы индивидуальное сочинительство по проблеме сохранения мира на земле. Нюргун Батур Стремительный. Для того и был поражен, для того порожден, для того и я на землю послан был, чтобы от гибели защитить потомков рода Айлы. Маяковская Дарья. Ты народ воинственный, слушай голос людей северных, людей праведных, глаз твоих дочерей, сыновей да родителей. Пусть сияет земля прекрасная, светит солнце огромное красное, все счастливые и свободные на земле своей, земле щедрой, земле ласковой. Сравниваем. Нюргун Батур Стремительный выступает от имени своего племени. Он защитник народа, бога, своей земли. Маяковская Дарья говорит от имени народа мира. Оружия на земле столько, что люди могут уничтожить себя. Оба они привязывают сохранить мир на земле, чтобы веселились дети, мужчины и женщины, все счастливые и свободные на земле своей, земле щедрой, земле ласковой. Вывод. Такой прием позволяет объединить познавательные, общекультурные, личностные качества школьника, давать нравственную оценку, развивать фантазию, способствовать пополнению словарного запаса. Проблема здоровья людей. Творческая работа Патерухи Димы. «О небеса, услышьте меня! Зачем? Зачем на землю вы спустили муки, муки адской боли? Небеса создали мир красивым, богатым, бескрайним. Пусть и люди станут добрее и счастливее». Вывод. Изучение якутского эпоса пробудило желание сочинить песню обращения к небесам за помощью. «О небеса, мы жить хотим». По результатам мысления гипотезы подтверждения в заинтересованности изучения якутского Аланхо появилась возможность сравнения его с русским эпосом. Заключение. Исследовательская работа подобного типа позволяет ощутить поэтику
устное эпическое слово и способствует развитию творческих способностей учащихся, выражая при этом свои эмоции и чувства. Учатся по аналогии, моделировать, сочинять, самостоятельно сравнивать, делать выводы. Участие в Республиканском национальном празднике САК-2018 позволило ближе познакомиться с культурой народа СХ, почувствовать торжество гармонии между человеком и миром. Спасибо за внимание.